Всем привет, друзья! С вами Инвестицин, и сегодня мы поговорим о том, почему не стоит инвестировать в облигации Беларуси. На сегодняшний день одни из самых высокодоходных облигаций на российском рынке являются долларовые облигации Беларуси, которые находятся в разделе еврооблигаций. И Сбербанк нам их с радостью предлагает. Сразу же открываем, значит, Сбербанк инвестиции и вкладку рынок, и вот у нас они на первых местах нам предлагаются, да. И доходность, как мы видим, по шестилетним облигациям у нас 8 с копейками, да, иногда бывает даже 8,2%, а по двухлетним облигациям 5,66%, то есть почти 5,7%. В то же время, как вот если посмотрим, да, у Газпрома это всего лишь там чуть менее 4%, то есть разница колоссальная. Очень многие новички, инвесторы ведутся на это, что государственные облигации, значит, надежные, но на самом деле, по факту, эти облигации являются мусорными, и в них инвестировать крайне опасно, есть огромный риск потерять все вложенные деньги. И сегодня я расскажу, собственно, почему такой риск есть. Но самое основное это то, что на сегодняшний день в Беларуси очень большой, достаточно большой государственный долг, 50% от ВВП практически, то есть это 57 миллиардов белорусских рублей при ВВП в 137 миллиардов. И долг этот стране обслуживать достаточно тяжело, потому что средний процент по долгу порядка 4,5% в долларах, при том, что доходы в бюджет страны сократились последние полгода из-за санкций. Но это не самая главная угроза и причина падения, собственно, стоимости белорусских облигаций. Как видим, они упали достаточно существенно, да, порядка 7% было падение этих облигаций с начала года, а упали они прежде всего потому, что Европейский Союз признал, значит, эти размещения облигаций недействительными, и, соответственно, когда белорусский режим будет свергнут, выплат по данным облигациям не будет, так как эти облигации, они размещались в тот момент, когда уже бывший президент Беларуси Лукашенко, собственно, начал свой террор. Поэтому все эти облигации, они не являются, так сказать, полностью надежными, потому что, скорее всего, с вероятностью 80% эти облигации, по крайней мере, шестилетние облигации, они не будут погашены. Именно по той причине, что уже все страны их не признают. Ну и кроме того, очевидно, что сама стоимость этих облигаций тоже будет падать, так как будет повышаться ставка, будут расти риски в отношении Беларуси, будет сокращаться поступление в белорусский бюджет. Кроме того, если мы посмотрим тоже, что на графике TradingView, что белорусский рубль... Так, сейчас надо открыть белорусский рубль. Посмотрим, что у нас с белорусским рублем. Это тоже неплохой такой индикатор. BIN to USD to BIN. USD BIN. Смотрим. И белорусский рубль у нас тоже, как видим, на протяжении исторического времени тоже постоянно девальвируется, падает, его искусственно пытаются держать, то есть в экономике ничего хорошего абсолютно не происходит. И кроме того, есть проблема, связанная еще и с тем, что сейчас в Беларуси нехватка долларов. Именно поэтому со счетов граждан, физических лиц и юридических лиц в принудительном порядке были списаны доллары и обменены, значит, на белорусские рубли, которые сейчас, по сути, являются, их курс завышен, они являются фантиками. И, соответственно, это говорит о том, что экономика находится в шаге от дефолта. А дефолты в Беларуси были, они были, если я не ошибаюсь, 2 раза за последние 20 лет. Поэтому новичкам совершенно непонятно, почему Сбербанк Инвестор рекомендует, пусть не рекомендует, но выводит на главный экран облигации, по которым человек с очень высокой долей вероятности может потерять все свои вложенные средства. В общем, я вас предостерег от инвестиций в эти
ценные бумаги, но инвестировать или нет, это уже решайте сами. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих облигаций. А если вы хотите инвестировать в нормальные облигации, то посмотрите мой ролик про облигации. Подсказка будет сейчас в правом верхнем углу. Там я говорю о тех облигациях, которые с вероятностью 99% вернут вам деньги, и вы еще получите неплохой доход. Ну а я же с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. До свидания.